Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня у нас животрепещущий вопрос. Почему пропала романтика из отношений? Почему человек, ничего не делает для того, чтобы эта романтика была? И у нас с вами будет 3 позиции на Таро иллюминатов. Видео всегда актуально в момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, мои дорогие, почему же она пропала? Это самая романтика из отношений. Как же так? Как же так? Итак, вы можете смотреть одну позицию, можете 2, можете все 3. Конечно, для меня предпочтительней, чтобы вы смотрели весь расклад. Почему пропала романтика из ваших отношений? Первая карта покажет ваши чувства к загаданному человеку. Что вы сейчас ощущаете к этому человеку? Что же вы сейчас ощущаете? Первая позиция лазурит, вторая позиция карниол, третья позиция гематит. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код, а мы начинаем с первой позиции, остальные я убираю в сторону. Почему же, почему? Вдруг все так стало сухо и холодно в этих отношениях? Что происходит? Итак, значит, наш лазурит. И первая карта, что вы чувствуете к этому человеку? Иерофант. Иерофант показывает глубокое уважение в первую очередь. Во-вторых, серьезные отношения. В-третьих, глубокую любовь как к человеку, который является частью вашей жизни. Платонические чувства, вера в будущее, вера в человека в этого. Или как уверенность даже в этом человеке. Уверенность в себе, что вы сделали вроде бы как в жизни правильный выбор. Иерофант – это, в принципе, вера в семью, да, вот в эту семью. И мне кажется, что очень хорошая карта с вашей стороны. По крайней мере, даже хоть и пропала романтика, но вы к человеку испытываете любовь и уважение, да. И пока я не вижу здесь, чтобы вы собирались из-за этого терять эти отношения. Что этот человек вам чувствует? 5 мечей. А вот это интересно, мои дорогие. Это очень интересно, потому что человек как-то на вас злится. Этот человек либо чувствует поражение в этих отношениях, проигрыш, да? Либо чувствует досаду, либо вам уже не доверяет. Может быть, хочет вам за что-то отомстить. Будьте осторожны и внимательны, потому что эта карта суровая. И эта карта очень злая, очень гадкая. Поэтому, возможно, человек рассердился или даже почувствовал себя униженным. Будьте внимательны в этих отношениях, будьте внимательны. Хорошо. Причина. Что стало причиной исчезновения романтики? То есть основная причина, почему романтика ушла из отношений. Может, внешние, может, внутренние факторы. Давайте посмотрим. Тут у нас, значит, вышла карта 3 жезлов. Корабли, да? Много кораблей. Человек на берегу смотрит в море, да, а ему навстречу плывут корабли. Может быть, какой-то разговор, новость, сообщение издалека. Поездка повлияла, да? Родственники издалека, ожидание кого-то издалека или чьего-то приезда. Занятие бизнесом, возможно, торговлей очень может влиять. Или занятие, может быть, каким-то другим бизнесом, но таким подвижным, активным, как экскурсии там, да, или связано с разъездами, опять же. Что такое интересное. Или там с иностранными языками, с иностранцами. Посылки туда-сюда ходят, может, или какой-то транспорт. Ладно. Текущая ситуация. В каком состоянии находятся отношения сейчас? Вот как сейчас они выглядят, да?
То есть текущее состояние ваших отношений, на каком этапе вы находитесь, как вы себя оба чувствуете в этих отношениях. Солнце. Счастливые, мол, отношения хорошие. Данный этап хороший, светлый. Возможно, даже или есть, или появится ребенок. Карта говорит о счастливом браке или счастливом союзе, о том, что отношения продуктивные, могут приносить много удачи и радости. Радостное событие надвигается в отношениях. Что-то светлое, удачная светлая полоса в жизни открывается. Полоса богатства, полоса везения. Хорошие отношения. Ладно. Роль этого человека. Какую роль играет тот человек, которого вы загадали, в утрате романтики? То есть, что этот человек делает или не делает, что влияет на снижение романтического аспекта отношений? Королева жезлов. А вот это интересно, мои дорогие. Это очень интересно. На этого человека влияет какая-то дама, какая-то женщина. Если вы женщина, загадали мужчину, на него либо влияет ваша соперница какая-то, потенциальная, может быть, либо кто-то из родни, или какая-то подруга, или коллега по работе. То есть тут внешний фактор, почему пропала романтика, перемещение интереса, да? Общение с каким-то человеком, кто забирает энергию на себя. Или кто вносит еще и негативную информацию в эти отношения. Про вас что-то говорит, сплетни собирает, подгаживает. А если вы мужчина на женщину гадаете, ее подруга какая-то, или родственница, или коллега по работе явно против вас. Или ей сказали, что у вас есть другая женщина, и она на это переключилась, ревнует, да, и романтика, конечно же, ушла. Ваша роль. Какую роль вы играете в утрате романтики? Карта покажет, каким образом ваши действия или бездействия могли повлиять на исчезновение романтики. Колесница. А у вас, знаете, такое состояние, что вы, возможно, и лидер, а вы уперты на какую-то одну свою точку зрения, менять вы точку зрения как будто не хотите, у вас прямота такая во всем. Вы слишком прямой человек, слишком, может, даже дерзкий, резкий человек. Привыкли во всем указывать, приказывать, может, даже. Добиваться своих целей, проявлять активность. Может, вы слишком активны. То есть ваши действия – это напористость, напор, давление, желание сказать все в лицо. И это, конечно, дезактивирует романтику. Свои претензии вы тоже высказываете прямо, скорее всего. Возможности восстановления. Что можно сделать, чтобы вернуть романтику? Совет или возможность восстановления романтики в отношениях. Подсказка на действия, которые можно предпринять, чтобы улучшить ситуацию. Шут. Здесь нужно идти совершенно новым путем. Здесь нужно пробудить новый интерес. Нужно больше общаться с человеком и вместе, может быть, отправиться в поездку или испытать какие-то новые впечатления в жизни, объединить интересы, возможно, даже флиртовать, шутить, смеяться, писать веселые сообщения, что угодно такое, вот как легкость такая. Легкость и романтика, если вы в себе это будете видеть, человек тоже в вас это увидит. Легкость, романтику, флирт. То есть вы должны начать с себя. Чтобы у вас проснулась романтика в отношениях, начните с себя. Может, нужно обновить образ, поменять наряд, например, или прическу. Тоже очень действует. Итог. Как может развиваться ситуация, если предпринять предложенные действия? То есть возможный результат или итог, к которому могут привести ваши усилия по восстановлению романтики. Королева Пентаклей. Прекрасная карта для семьи, для отношений, для серьезных отношений. Карта показывает устойчивое семейное положение. Да, может возобновиться романтика. Но самое главное, что отношения укрепятся еще больше. И вы укрепите свои позиции.
в данных отношениях. Отношения пока на разрыв никуда не идут. Здесь отношения явно будут продолжаться, поэтому я считаю, что да, здесь можно действовать. Здесь можно действовать, по крайней мере, без риска того, что вы действовали просто так, без продолжения там, да, или без результатов. Ну, вот такой ответ у нас по самому первому варианту. Хорошо. Убираю карты обратно в колоду, чтобы она вся работала. Вторая позиция. Наш карниол. И первая карта — ваши чувства к этому человеку. Король Пентаклей. Хорошая карта. Карта такая показывает, что вы уважаете человека, цените, возможно, любите или полагаетесь даже на этого человека в жизни. Карта говорит и о физической привязанности вашей к этому человеку. Вы действительно хотели бы, чтобы у вас были отношения, как развивались, да, на всех уровнях. Карта говорит, что этот человек очень ресурсный, что этот человек очень приятный для вас, что вы видите в нем потенциал или в ней, и потенциал особенно для семейных отношений, для их развития, для их укрепления или создания. Поэтому здесь есть сильная любовь, с уважением, опять же, и с надеждами. Вот. И также, что человек действительно много делает или может делать для других. То есть вы это в нем прям четко видите, да? Хорошо. Мне нравится эта карта. Позиции с вашей стороны очень крепкие. Крепкая позиция, что нужны эти отношения. Все равно нужны в любом случае. Хорошо. А что чувствует этот человек вам сейчас? Девятка жезлов. Ну, во-первых, карта показывает, что человек может слишком быть занятым чем-то и отвлекаться на эти дела и ограждаться при этом от вас. Ограждать свое личное пространство и вплоть до того, что даже иногда оберегать себя от вас. Но если вдруг вы видите этого человека постоянно рядом с собой, то карта может показывать, что этот человек защищает ваши отношения от нападок окружающих или других людей, или каких-то внешних сил. Или буквально вместе с вами, плечом к плечу, борется с обстоятельствами, которые препятствуют там в жизни. Да? Карта также иногда показывает, что человек сильный, но у него как-то сейчас со здоровьем, да, не очень. И да, человек испытывает чувства, но сейчас может чуть-чуть ограждаться от вас по причине плохого здоровья, плохого самочувствия. Хорошо. Для анализа ваших отношений сначала смотрим, что стало причиной исчезновения романтики. То есть карта показывает основную причину, почему романтика ушла из отношений. Может указывать на внешние или внутренние факторы, которые повлияли на ваши чувства друг к другу. Да? Четверка жезлов. Это знаете что? Это закрытая какая-то обстановка, вот, стабильная в жизни. Одно и то же каждый день. То есть люди, в принципе, могут не особо в чем-то там прям очень сильно нуждаться. У них есть какая-то стабильность, да, у них есть определенный образ жизни и все. Но это какая-то скучная реальность. Да, периодически такие люди могут устраивать праздники, попадать на праздники, на вечеринки и все такое. Но это не возвращает романтику, потому что это уже тоже вошло в эту рутину, в эту обычную жизнь, обыденность. Часто такие люди могут проводить в определенных 4 стенах много времени. Например, дом-работа, работа-дом. Вот. И не то, что это серое существование, довольно счастливое, но очень стабильное. И, соответственно, люди любят друг друга, это понятно. Но романтики, ну как сказать, им не хочется друг другу, да, предоставлять, потому что они перешли в ту стадию, когда это бытовые отношения. Да? Хорошо, текущая ситуация, в каком состоянии находятся отношения сейчас, как их видят высшие силы? То есть на каком этапе вы находитесь, как вы оба чувствуете себя в этих отношениях? Восьмерка пентаклей. Вообще карта показывает работу. Работу как над отношениями, так и в принципе оба человека. Дом-работа, да?
Это отношения действительно без романтики. Это отношения, скорее даже, не знаю, дружеские. Стабильные, довольно стабильные, как я уже это говорила, да. То есть причина-то в этой стабильности и есть. Вы оба, не знаю, там, ну, работаете, например, или занимаетесь чем-то в жизни. Вы перешли в эту бытовуху, и выйти из нее уже трудно. Нет какой-то яркости, это серость существования нашего, обыденность, обычность. И, соответственно, да, это отношения ровные, стабильные, серьезные. И этап серьезный и хороший. Но какая уж тут романтика, если ничего веселого и яркого не происходит. Необычного, неожиданного ничего нет. Роль этого человека, которого вы загадали. Какую роль играет этот человек в утрате романтики? Мы посмотрим, что этот человек делает или не делает, что влияет на снижение романтического аспекта отношений. Тройка кубков. Да, действительно, вот эта карта, она и веселая, и романтичная, и приятная, и много общения в ней. Этого всего человек не делает. Нет у этого человека энергии, вот такой достаточной энергии, изобилия. Ну вот в чем смысле, в каком смысле изобилия? Не денежного даже, а изобилие в энергии, вот когда между людьми, да, вот общение. То есть у человека нет разнообразного общения, у человека нет желания с кем-то общаться. Желание может быть там делать только определенные дела, да. А этому человеку нужно разнообразить круг общения, чтобы было много друзей, не знаю, подруг, новых знакомых, новое общество какое-то. Этот человек всего этого не делает. Также человек не умеет веселиться, не умеет радоваться, не умеет ходить куда-то, там, не знаю, в ночной клуб или еще куда-нибудь. То есть у человека очень такое существование, слишком как серьезное, что ли. Для веселья нет места в жизни этого человека. Если это веселье, то какой-нибудь семейный праздник или торжество, ну извините, это совсем не то веселье. Видите, опять вышел принц Пентаклей, очень похожий на этого короля, да? Почему? Тут указание, что человек очень завязан на работу и не романтичный сам по себе. В принципе, не романтичный, не умеет быть романтичным. Ваша роль. Какую роль вы играете в утрате романтики? Каким образом ваши действия или бездействия могли повлиять на исчезновение романтики? Колесо фортуны. Вы не умеете пускаться в приключения, так же, как этот человек. Вот понимаете, нужно уметь рисковать в жизни, нужно уметь идти в потоке со Вселенной. Что этому человеку общения, развлечений не хватает, что вам? Но вам даже риска в жизни какого-то не хватает. В чем-то рискнуть, понимаете? В чем-то взять и попытать свою какую-то удачу, да, я бы сказала. И резко раз отправиться куда-то в путешествие или неожиданно для себя сменить какую-то деталь в одежде или там цвет волос. Вы не можете, у вас как-то нет этого риска, да, нет этого задора какого-то. И у этого человека тоже вы похожи, вы два сапога пара. Какая уж тут романтика, я еще раз повторю, если романтика это драйв, это постоянные возвышенные эмоции. А какие у вас ровные эмоции-то, абсолютно ровные. Возможности восстановления. Что можно сделать, чтобы вернуть романтику? То есть совет или возможность восстановления романтики в отношениях. Здесь может быть подсказка на действия, которые можно предпринять, чтобы улучшить ситуацию. Тройка жезлов. Нужно отправляться куда-то в путешествие, в путь, в незнакомую обстановку или общаться с совершенно новыми людьми. Завести для себя новое общение, новое общество. Переезды полезные. Полная смена обстановки вокруг себя, даже в интерьере своей квартиры или дома. Карта показывает новые цели, достижение этих новых целей, активность в жизни. Понимаете, активность, что-то новое, нужна свежая энергия в вашу жизнь. Без этого не получится романтики, не выйдет. Итог. Как может развиваться ситуация, если предпринять предложенные действия? Отшельник. Карта Отшельник показывает не то, что вы останетесь в одиночестве. Нет, я могу даже уточнить. Видите, принц кубков. Карта показывает то, что вы избавитесь от какого-то
вот этого блока в отношениях, да, вот какого-то, может быть, внутреннего одиночества того человека, которого вы загадали. А у него действительно есть эти программы одиночества, как будто отгораживаются от вас. А вам нужно, чтобы у человека взыграли романтические чувства. Поэтому да, вы избавитесь от внутреннего одиночества и пассивности этого человека, если последуете советам этого расклада. И по принцу кубков человек станет очень активный или активная в романтике, в любви. Но, вот как я еще раз говорю, 6 мечей, нужна дорога и смена обстановки. Совершенно точно. Ну, вот такой ответ у нас появился по второй позиции. Убираю карты обратно в колоду. Третья позиция. Утратили вы романтику в этих отношениях? Что происходит? Почему? Наш гематит и первая карта – ваши чувства к этому человеку сейчас, когда вы гадаете. Луна. Ну, что говорит наша Луна? Что вы плутаете во тьме, что вы запутались. Вас тянет к человеку, который совершенно с вами не на романтичной волне, так скажем. Вы не понимаете, а что вас вообще в нем тогда привлекает. Это во-первых. Во-вторых, вы не доверяете этому человеку. Вы считаете, человек начал вообще вас, в принципе-то, обманывать. Может быть, даже изменять. И вам хочется, как говорят, волком выть на Луну, да? Вы страдаете из-за этого человека, хоть вы и не можете отказаться. И мечтаете, чтобы человек снова был к вам расположен. Вот так. Хорошо. Что этот человек чувствует к вам? Принцесса кубков. В принципе, я бы сказала по этой карте, что человек испытывает к вам довольно нежные чувства, влюбленность, интерес. Но при этом, возможно, даже поговорить о чем-то хотел бы человек. Но при этом мне кажется, что как будто кто-то и правда чуть-чуть вмешивается в эти отношения. Или ему кто-то что-то подсказывает, может быть. Если подсказывают, то подсказывают действительно вернуть романтику в отношения. Если это другой человек, кто пытается перетянуть одеяло на себя, тут берегитесь, мои дорогие. Потому что тогда это заинтересованное лицо некое, кто предлагает этому человеку свою романтику. Пытается тянуть одеяло на себя. Давайте посмотрим дальше. Причина. Что стало причиной исчезновения романтики? Основная причина, почему романтика ушла из отношений. Карта может указать на внешние или внутренние факторы, которые повлияли на ваши чувства друг к другу. Вышла карта 5 жезлов. Это конфликт, ссора была. Ссора, противостояние, что угодно. Вот, кстати, опять же, принцесса кубков у этого человека на чувствах говорит, что все-таки человек в вас влюблен. Но, может быть, вот когда у вас произошла ссора, кто-то ему что-то начал шептать, да? Типа, ага, вы плохие, этот человек хороший, да, там и так далее. Текущая ситуация. В каком состоянии находятся отношения сейчас? То есть текущее состояние ваших отношений, и можно будет понять, на каком этапе вы находитесь и как вы оба себя чувствуете в этих отношениях. Здесь мы видим короля пентаклей. Устойчивые отношения, которые серьезные или могут стать серьезными, зависят от мужчины в этих отношениях. Неважно, вы мужчина гадаете или гадаете на мужчину, от мужчины здесь полностью зависит ситуация отношений. Полностью. От его решений, от того, как он будет себя вести, как он будет вести за собой или не будет вести за собой. Все зависит здесь от мужчины. Он хозяин положения. Но при этом, да, отношения имеют большой потенциал, особенно семейный. Роль этого человека. Какую роль играет этот человек в утрате романтики? Того, которого вы загадали, да, ваш любимый человек. И карта раскроет, что этот человек делает или не делает, что влияет на снижение романтического аспекта отношений. 4 жезлов. Карта показывает стабильные бытовые отношения или просто слишком стабильные, как говорят иногда
спокойные, но скучные отношения. Человек находится в одинаковом состоянии длительное время. Во-первых. Во-вторых, человек может не развлекать вас, ну, то есть не приглашать куда-то, не устраивать праздник, вечеринки или не делать подарки. То есть не делает этого, поэтому романтика утрачена в отношениях, да. Не приглашают вот так же на танец, на свидание или еще что-то. Ваша роль. Какую роль вы играете в утрате романтики? Каким образом ваши действия или бездействия могли бы повлиять на исчезновение романтики? Туз пентаклей. Во-первых, вы как будто себе не даете шанса. Вот не даете себе шанса возродиться в этих отношениях. Вы как-то себя начали на минус, да, вот загонять и все. Второе. Карта показывает, возможно, вам нужны деньги, ресурсы. Человек это видит. Человек видит, что вы много потребляете в этих отношениях, много просите у этого человека денег, допустим, да. Заинтересованы, возможно, как человеку кажется, чуть-чуть корыстно, или постоянно требуете, чтобы человек зарабатывал больше и так далее. Это тоже довольно сильно влияет на романтику, которая сразу же исчезает, когда человек видит вот это все, да. Тем более, что у вас был либо скандал, либо ругань какая-то, либо противостояние друг другу. Возможности восстановления. Что можно сделать, чтобы вернуть романтику? Совет или указание на возможность восстановления романтики в отношениях. Здесь может быть подсказка на действия, которые можно предпринять, чтобы улучшить ситуацию. Отшельник. Романтику здесь вернуть крайне сложно, сразу говорю. Тот человек, которого вы загадали, вроде бы и хотел бы этого, но как ни крути, вы оба, ждете, что другой предпримет эти действия, что только тот, кого вы загадали, или противоположная сторона, или как сказать, предпримет эти действия. Допустим, вы думаете, что этот человек должен предпринять действия, человек думает, что это вы должны предпринять действия. Никто из вас их не предпринимает, и в итоге очень сложно восстановить романтику. Это во-первых. Во-вторых, иногда провокация. Допустим, вы взяли и начали сами отходить от этого человека. То есть вы больше не думаете о нем, не зависите от него, не зовете этого человека никуда, а как будто бы начали отходить в сторону. Если человек любит, он вас начнет как будто бы терять, да, а терять этому человеку вас не хочется, и этот человек начнет возвращать романтику, чтобы вернуть вас в эти отношения. Вот и все. Итог. Как может развиваться ситуация, если предпринять предложенные действия? Ну вот, как я говорила, начинаете отходить от этого человека, человек это видит и начинает за вами бежать, да? Принцесса жезлов. Да, вернется романтика в отношения, и они действительно станут очень яркими, обновятся, как будто это будут молодые, страстные отношения. И да, эти отношения продолжатся, вот. Так что, возможно, это ваш способ, пробуйте. Ну, вот такой у нас получился третий расклад. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, смотрите как можно дольше. И до новых встреч!